Гульшат Кадыровна, статья 52/1, вот, ну, новая. Задачу заведомо ложного заключения, а также отказ или уклонение от дачи заключения независимый специалист-оценщик. То есть если, ну, всегда мы знаем, что есть заинтересованные стороны, и если будет какая-то более заинтересованная сторона и вот, ну, подозрение там не совсем независимости, что им грозит? Какая ответственность по закону? Там есть, просто вот конкретно, ну, здесь просто прописали в соответствии с законодательством. Что именно им Ну, в грозит? соответствии с законодательством, вот когда мы разрабатывали закон об оценочной деятельности, там мы там более четко прописали нормы. Вы не помните сейчас, да, что им конкретно? По-моему, если, нет, врать не буду, какой категории. Если, может быть, Национальный банк? Можете сказать, какая ответственность Какая за ложь? Статья 52-1. Ну, вот пункт 2. 52.1, она новая же норма. Ну вот какая ответственность, если оценщик будет не совсем независимый? Я про коррупционную часть вот этих вещей, да? Что ему грозит по закону? Я тоже пока не могу вам ответить, Да. на посмотреть. А как это никто не знает? Здесь это серьезно такое, что это же такое вносится изменение? Никто не знает, что ли? Союз банков. Да-да, ага. Можно Вот сейчас просто статья 345 Уголовного кодекса говорит, заведомо Повторите ложным... статью какая? 345. 345 Уголовного кодекса. Мгм. Ну и тогда равно заведомо неправильный перевод и дача наказ исправительными работами 4 категории или штрафом 5 категории, или лишением свободы 1 категории. Это сколько лет и какая сумма? Максимальная? Минимальная? Ну, в статье здесь не сказано, какая максимальная, минимальная. Здесь четко сказано, что штраф 5 категории. Гульшат Кадыровна, к не следующему могу чтению письменное руководство. Ага. 4. Да, Уголовный кодекс до 260 тысяч сумм, то есть 5. Сколько? От 200 тысяч. Нет, там есть градация Если, юридических, да, физических лиц. если это физические лица, то значит от 200 тысяч до 260 Я тысяч. просто 4-5 категорию не помню, какая сумма. Ну, вот я То так есть, помню. если оценщик при оценке имущества вступит в сговор и несправедливо, или, скажем так, ну, за определенную мзду неправильно оценит, то с него будет штраф 200-260 тысяч сомов. Все правильно. Либо сколько лет? Год. 1 год, да? Либо 1 год. Ну, Я хотела просто сказать, Эльвира Джералбековна, дело в том, что вот независимые оценщики, они же как общественное объединение, почему все вот эти споры возникали? Потому что у них ответственности не было, а сейчас вот именно прописывается эта ответственность, потому что при даче заключений, спор, вот как раз вот то, что вы говорите, один мог написать одну цифру, другой другую, и возникали споры. А когда мы прописываем ответственность этих независимых оценщиков, они уже прежде чем, конечно, дать точное заключение, они тогда будут думать. вот, ну, я, в принципе, к этому и веду, да, Да. чтобы все знали, какая точная ответственность. Все, спасибо.